В квартире Анастасии и ее супруга все говорит о том, что они готовятся стать мамой и папой. По шкафам уже разложены распашонки и ползунки, сформирован запас подгузников, а в прихожей стоит детская коляска. Некоторыми вещами поделились подруги и близкие. Коляску и автолюльку приобрели на сайте объявлений. Ведь появление в доме малыша все же серьезно бьет по семейному бюджету, признается будущая мама. Самый дорогой шкаф. Да, но не, на самом деле это очень затратно. Я скажу, что приходилось какие-то вещи, допустим, вот автолюлька, да, ее пришлось взять как бы бэушную, потому что это на самом деле очень дорого. Хоть позвони и скажи, почему такое дорогое кресло. Вот, ну, будет, наверное, затратно после, когда будем покупать подгузники. По словам Анастасии, подготовиться к этому волнительному событию помогли хорошие декретные. Большим подспорьем стало и пособие на покупку продуктов в 10 тысяч рублей, которое выплачивается женщинам в положении ежемесячно. Эту меру поддержки по поручению главы Коми с начала года увеличили сразу в 10 раз. Причем выплата предоставляется абсолютно всем без каких-либо критериев нуждаемости. Также в будущем семья сможет улучшить свои жилищные условия. С этим помогут федеральный и региональный семейный капитал. Планируем расширяться, ну, как понимаете, в однокомнатной квартире с детем далеко не разъедешься. Поэтому, конечно же, хотелось бы, ну, взять ипотеку в дальнейшем, ну, чтобы не в однокомнатной квартире с ребенком, ну, втроем и вчетвером, если точнее, да, это, конечно, очень тяжело. Вот поэтому... Ну, хочется расширяться. Пока планируем-то до 2 лет-то точно побыть здесь, пока подкопим, чтобы был вот первоначальный взнос, там все равно ипотеки, вот эти проценты, все меняется, поэтому мы будем уже исходить от ситуации. К слову, региональный семейный капитал с этого года увеличен в 2 раза, со 150 до 300 тысяч рублей. А если мама родила первенца до 24 лет включительно, то она может рассчитывать уже на 500 тысяч. Общая же сумма с учетом федерального капитала, на который теперь может претендовать молодая семья, почти 1 000 000 рублей. Если же говорить об Анастасии и ее супруге, они решились на первенца уже после 30, а потому на 500 000 от Коми они рассчитывать не могут, но вот 300 тысяч гарантированно получат. Анастасия с супругом уверены, они справятся, ведь детей рожают не ради денег и льгот. Главное, чтобы малыш был желанным. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган.